Че? Без постапщапс. Мы начинаем. Давайте мы сначала разберем наше домашнее задание, а потом продолжим изучение хакасского языка. Так, ну давайте начнем. Наверное, Юля, с тебя, да? Так, сейчас, подождите. Сейчас. Вот, вы должны сейчас у себя на экране видеть домашнее задание. Это кажется, Юля, да. Ну вот, да, вот. Ну, я получил только один файл пока. Успел. Два файла. Так, ну, тогда придется второй файл, по ходу дела, загружать, да? Ну, так, тогда придется с рабочего стола мы будем смотреть. Ну, давайте сначала разберем вот этот вот. Сказуемые формы. Ну вот смотрите. Читаем. Я вот, да, вот. Одыр, одыргам, тургам, тузем. Да. Праюртем. Син, шат, газым, шугргезым, хынгызым. Вот смотрите. Так. Вы, наверное, уже заметили, возможно, да, свои ошибки. Всегда помните, что твердые коррелируют с твердыми. Вот все-таки, да, вот твердые, да, вот твердые коррелируют с твердыми. Вот смотрите, вот допустим, щат, да, заканчивается на глухое. Значит, должно пойти следующее х, не г, х. Щат, х, зым, да. Ну, вот щат, х, зым. Юля здесь сориентировалась правильно. Щат, хан в прошедшем времени, да. Н выпадает. В данном случае мы, помните, об этом говорили. Щатхан, н выпадает. Щатхазым. Орта. Син щатхазым. Ты лежал или лежала, да. Син чугургазин. И вот тут смотрите. Вместо и должно быть и. Вот, да. Чугургазин. Потому что зин это твердая основа. Ну да, вот понятно, что мы вот, бывают описки. Вот, все равно как бы любая наша ошибка это повод для того, чтобы запомнить, во-первых, да. Я думаю, что когда мы ошибаемся, ну, сейчас немножко поговорим вот на отвлеченную тему, то мы больше запоминаем на самом деле. И ошибки наши запоминаются в том смысле, что их запоминается исправление. И понятно, что мы на своих собственных ошибках учимся. Но мне кажется, лучше учиться на своих ошибках. Вот. Почему? Потому что больше запоминается. Вот поэтому чугурге зин, да. Дальше хымгазын, тут все правильно. Орта. Дальше ол пасхан көрген узан. Правильно. Пис искенбис, иткенбис хыгр. Ну да, вот тут опять невнимательность. Да, вот теперь смотрим. Ис, слушай. В прошедшем времени искен, да. Но н должно выпасть, да, н. Искебс. Пис искебс. Мы слышали или слушали. Пис искебс, да. Ит делай. Иткен. Н выпадает. Получается пис иткебс. Пис иткебс, да. Мы делали. Х, гр. Ган пропустила, да. Ган. Ну, га на самом деле тут должно быть, да. Хыгргабыс. Мы читали. Без газета хыгргабыс, например. Мы читали газету, да. Хыгргабыс. Так. И поехали дальше. Серер. Тогын газар. Вы работали, правильно. Тынын газар. Орта. Азрын газар. Орта. Я медленно произношу. Дело в том, что пишется на видео. И в случае чего вы можете потом повторять. Ну, в общем, аудирование можете проходить. Вот я поэтому специально иногда читаю медленно, чтобы на слух воспринималось легко. Дальше. Олар парганнар. Парганнар. Они шли. Олар киль. Да, пропустила. Кильген. Да, кильген. Нер должно быть. Вот смотрите. Вот лер. Давайте сначала про нар. Нарнер примыкает всегда к сонорным, да? Правильно. Парган. Н это сонорное. Помните, вот нарнер, н,
их три звука, это сонорные, они имеют свои собственные аффиксы. Не всегда, но имеют, то есть есть такая потребность в них. По парганнар они шли. Киллерлер. Кильгеннер. Промтастангар, извиняюсь. Кильгеннер они пришли. Кильгеннер, да. Искеннер. То же самое. Здесь правильно, мандорта. Дальше, в настоящее время. Мин, отршам, мин туршам, мин. И тут, смотрите, ты, тузе, тузепщем, да. Тузе заканчивается на гласное и примыкается ПЧЕ. Тузепще, и тут первое лицо, да, мин тузепщем. Но вместо бын-бын, вот смотрите, можно оставить м. Вот этот вариант, он тоже рабочий, и я вам говорил, пояснял, да. Бын больше литературный, м больше разговорный. Хотя теперь м тоже активно используется, вот этот аффикс м, он активно используется в статьях, ну, в общем, сейчас он в ходу. Тузепщем, так, дальше. Син шатчазын, син шугурчезын, син хын шазын, да, не успели прописать. Ол пасща, кюрше, ол узупща. Узу заканчивается на гласные. Узупща, поэтому будет тут ПЧЯ. Узупща. Да, ол узупща. Пис исщебис, итщебис и хыгырщабыс. Да, я просто прочитаю, вот на то записать не успею. Сырыр тоғын шазар, тынын шазар, азырын шазар. Азырын шазар. Олар паршалар, тильщелер, исщелер. Ну и дальше в прошедшем времени, а в будущем времени мин одырым, мин турым, мин тузирым. Тузирым. Потом так. Тусь, да. Вот смотрите. Ну, потом мы у Сарины там посмотрим, у нее правильно. Тузирым, да. Син шадырзын, син шугурерзын, син хыннарзын. Хын-хынар, хынарзын. Да. Пас. Ол. Пазар. Вот смотрите. Ир примыкает только так, к гласным. Ойне, ойнир, допустим, да. А пас заканчивается на согласное. Поэтому пас нужно присоединить одну из двух, да. А по твердости значит ар. Пазар. Но помните всегда, если глухое оказывается между двумя гласными, оно всегда озвучается. Получается пазар. Ол пазар. Вот, нужно помнить. Дальше. Кер. Керрер. Пишется с одним е. Кер-керрер. Потому что примыкается вот этот случай. Да. Кер-керрер. Пис. Иссербис. Вот смотрите. Вот слово ис. Давайте я вот пропишу здесь в чате. Истер. Бис. Запомните, это исключением. Истербис. Так, сейчас подождите, я тут. Истербис. Бис истербис. Этот глагол истербис мы будем слушать в будущем времени. Дело в том, что вот смотрите, откуда выскакивает Т. На самом деле, вот честно скажу, я не знаю, откуда Т выскакивает, но это одно из редких исключений, когда вот, может быть, кто-то из филологов, исследователей ответит на этот вопрос. Я пока вот по этому поводу не могу ничего сказать. Истербис, ис, слушай, истер будет слушать. Да, у меня жена тоже очень хорошо знает хакасский язык, я у нее спрашивала, откуда т выскочила. Она тоже объяснить не может, вот, вроде язык знает. Да, филологи, может быть, тут объяснят, но не знаю. В общем, я тоже пока объяснить не могу, но запомните, истер – будущее время, истербис – мы будем слушать. Да. Ит, идер, тут все правильно, т озвучается, идербис – prior т. Мы будем делать. Хыграрбыс, хыгр, хыграр, хыграрбыс. Да, только будет быс. Да, хыграрбыс. Дальше, сырер, тогын,
нырзар. Серер тоғынырзар. Тынынырзар. Азырынырзар. Азырынырзар. Да. Пар. Парыр. Лыр урты. Улар киллерлер. И ис то же самое. Ис попадает между двумя, да. Ис, зер. Вот тут смотрите, вот. Ис, да. Истер, а ис, пей. Получится тут, сейчас я, подождите, уберу. З получается. Зерлер, да. Давайте я сейчас лучше здесь пропишу. Зерлер. Зерлер. Вот. Зерлер. Озвучается, и тут т, никаких т нету. Стерлер типа нету. Зер, все нормально. Зерлер по мягкости. Лер по мягкости множественное число получается. Ну вот такие варианты получились у Юли, да. Давайте теперь посмотрим у Сарины. В общем, мы сегодня будем заниматься домашними заданиями, и в конце я дам один тахпах с переводом, хакасский тахпах. Песню, в общем, послушаем. Так, давайте пока аффиксную форму. Ну вот смотрите. Так, это у нас Сарина. Мин. Так, сейчас, подожди. Ну да, вот, мин одр. Мин одргам. Мин одргам. Мин тургам. Мин тузем. Вот тут правильно. Түс, тузе. Примыкаем. Түс, да, тузем. Ен. И вот вариант вот здесь. Да, мин тузем. Тут все верно. Син шатхызың, син шүгіргізің, син хынғызың прайорты. Ол пасхын, көрген, узан. Все верно. Біз искебіз, иткебіз, хығырғыбыз прайорты. Сірер тоғынғызар, тынынғызар, азырынғызар прайорты. Олар парғанныр, килгеннір, искеннір прайорты. Так, мин в настоящее время пол шатхантус по-хакасски. Мин отршам, мин туршам, мин түзепшем прайорты. Син шатшазың, шүгіршезің, син хыншазың прайорты. Ол пасша, көрше, узупша прайорты. Піс исшебіз, итшебіз, хығыршабыз прайорты. Сірер тоғыншы язар, тыныншы язар, азырыншы язар прайорты. Олар паршалар, келшелер, исшелер прайорты. Так, полартус, будущее время, полартус. Мин одерам, вот смотрите, одерарбын можно, да, и одерам, правильно. Мин турам или турарбын, тоже верно, да. Тузим или тузирбын, тоже верно, и так, и так. Так, түзе, түзим. Түзе. Так. Шадырзың, син шадырзың будешь лежать, шүгірерзің, хынырзың. Ол пазыр, көрер, узир. Узу, узир. Вот смотрите, я тут давча засомневался. Түзим, да? Түзе, түзим. Түзе. Тут, кажется, с одним «м» должно писаться, да. Уза, узир пишется с одним «и». Вот этот вот узу, гласный «у» скрадывается, остается только аффикс «ир», узир, поэтому один «ир». Түзе то же самое, «е» скрадывается, түзим, «ир» оставляется, и причем «р», вот в этом случае «р» превращается в «м», түзим, да, мин түзим. Тут тоже одно «н» «и» должно быть. Дальше, «пис». Вот смотрите, вот туда. Вот это исключение изербис, да. Логически все верно. Изербис. Но это исключение истербис. Я это прописал. Давайте еще раз пропишу. Истербис. Истербис. Вот. Идербис орта. Хыгрербис. Мы будем читать орта. Тоғынырзар. Тынынырзар. Азырынырзар. Серер так орта.
парырлар, киллерлер, изерлер. Проверьте. В общем, вот этот вариант можно взять за образец, вот кроме истербис, да, вот здесь поправить. И рекомендую на видео, в общем, заучивать вот эти вот аффиксы сказуемые формы вот по этой таблице. Задача какая? Просто эти формы нужно заучить. Ну, скажем, нужно довести до автоматизма. Минодергом, синчадерзен, да, вот, и чебес. Чтобы не думать, вот какой же аффикс сейчас поставлю, да, вот, их нужно доводить до автоматизма. Ну, пока вот такие глаголы, вот задача, в общем, такая. Так, теперь следующий пример, но мы будем разбирать для... Так, Елена Трофимовна у нас сейчас. Так. Вот по Елене Трофимовне. Вот что здесь замечательно, то, что логика языка усвоена. Понятно, что теперь к каждому местоимению, да, есть свой класс аффиксов. И теперь есть понимание, что есть гласные твердого и мягкого ряда. Тоже есть понимание, но тут есть некоторые ошибки, мы сейчас их рассмотрим. И эти ошибки, они касаются вот твердого и глухих. В общем, смотрите, сейчас посмотрим пример. Так. Одр, да? Одр-габн, ортем. Турган-пын. Вот смотрите. Тур, да? Турган. Тур, вот этот Н должен выпасть. Тогда турга, А у нас звонкая и должно быть Б. Да, турга-бн. Вот этот вариант. Тургабн. Тузе. Тузе заканчивается на гласное, а к нему должно примыкать по мягкости вот этот вот аффикс. Да, тузе, тузен. И к нему нужно еще вот дать немен прибавить тузен. Н выпадает. И получается тузе бис. Да, тузе бн, точнее говоря, прошу прощения. Мин тузе бн. Да, тут Б получается. Вот. Дальше. Син чат хазын. Син чат. Чатхан. Правильно, да? Чатхан. Ну, зын. Чатхан. Так, син чатхан. Зын, да. Но теперь запоминайте, вот я где-то в одном из уроков говорил, что в прошедшем времени чатхан, да, н выпадает, чатха, зын, да, на гласное остается з. Чатха, зын. Син, шугурге, зын получится, да. Дальше хнга, зын, по твердости идет. Это зин это мягкое, надо зын по твердости в корне. Слово хэн твердое гласное. Шугур в корне мягкое. Ну, чугурге, тут н убираем и приписываем з, да. Шугурге зин. Получится хнга, тут идет г. Хнга зин, не г. Да, хнга зин. Дальше ол пасхан. Кёрген узум. Узу. Вот смотрите. Заканчивается на гласное, да. И мы прибавляем ан. По твердости причем. Узан. Ах, не нужно. Но тогда у превращается в а. И поэтому получается узан 2а. Уз. Ан. Да. У превратилось в а. И ан остается. Получится узан. Вот такова логика присоединения к гласному. Вот аньен. Пис, иске, бис. Итке, бис. Хыгрга, бис. Ну, теперь, наверное, понимаете. Из в прошедшем времени искен, н выпадает. Остается гласный иске, и тогда бис. Да. Потому что звонкая. Иске бис, итке, н выпадает, б присоединяем, итке бис, да, хыгрга, н выпадает, бис, хыгрга бис. Сирер тоғынға, н выпадает, тоғынға зар, тынанға, н выпадает, зар,
азырынғы, ын выпадает зар. Улыр парга, парган. И вот смотрите, к н пристегивается сонорное вот. Вот отсюда. Но по твердости пар, твердое же, да? Парганнар будет. Не нер, а нар. Парганнар. А вот тут правильно кильган, нер. Вот здесь вы правильно сделали. Искен, испей, искен. Урта. Искен. Прибавляем по мягкости. Мягкая у нас, да. Сканер. Прибавляем. Получится сканер. В общем, будет... логику, наверное, поняли. Давайте мы так сделаем. Можно будет попросить вас вот теперь на базе вот этих вот, скажем, исправлений, вот эти вот доделать. Хорошо? Доделать, вот как бы теперь вы знаете, вот логику, да, вот. Вот почему выпадает, вот не знаю, почему выпадает, не смогу объяснить, знаете почему. Дело в том, что ну, практика языка, да, вроде бы, конечно, когда мы объясняем, допустим, ну, вот, одерган в прошедшем времени, да, все вот с точки зрения объяснения, конечно, вот вроде бы все делается правильно, но видите, вот язык все равно же это же как бы оно живое явление же. Какая-то группа говорящих людей, они, допустим, вот почему-то перестали говорить вот мин одрарбын, да, вдруг решили говорить мин одрам. Бын просто выкидывает и все. Вот как объяснить, что вот они не хотят? Вот можно объяснять, конечно, тем, что люди не хотят долго говорить, да, одрарбын, сказать одрам, одрарбын, да, зачем, да, ну вот как-то вот можно так объяснять, не знаю. Но в общем в языке есть какие-то исключения, вот и то, что я сейчас сказал по прошедшим форумам, в данном случае вот ганген, ну, в этих случаях они выпадают, короче говоря. Просто помните, что такое есть. Если где-то встретите, вы знаете, что вот так работает язык вот современный. Основная задача какая вот здесь? Самое главное, надо запомнить, чтобы вы в реальности употребляли правильно. Ну, конечно, может быть, через таблицу дается, может быть, сложновато сначала вот выучить, да, заучить, но все равно иначе, допустим, я не смогу объяснить, ну, как-то вот смысл языка и логики языка трудно объяснить, если не говорить о грамматике. Все равно надо будет заучивать вот эти вот простейшие, но очень важные, это не простейшие на самом деле, то есть важные соотношения взаимодействия аффиксов. И, конечно, вот надо будет усвоить все равно аффиксы сказуемой формы. Бын-бын, вот до автоматизма, если доведете, вот эти вот глаголы, да, глаголы, говорю, вот эти аффиксы, то как бы вы уже не будете думать о том, вот этот аффикс пристегнуть или другой, потом на автомате это все будет происходить, но сначала, конечно, придется думать. Ну, понятно, я думаю. В общем, можно будет вас попросить доделать исправление, а я пока пойду дальше. Мы рассмотрим сейчас притяжение. Так, аффиксы притяжения. Так, давайте мы сейчас Сарину рассмотрим. Аффикс принадлежности. Прошу прощения. Вот смотрите. И эта таблица, она также важна. Дело в том, что, смотрите, вот в первой таблице, о которой мы говорили, да, там идет взаимодействие местоимения и глагола. А тут же идет местоимение и существительных. Это два важных таких взаимодействия, когда человек что-то делает, ну, я играю, допустим, да, я с кем мин ойнапщам, син ойнапщазм, да, син ойнирзм. Это вот в первый случай, когда местоимение и глагол. А тут местоимение существительное. Минан и пщим. Да, тут действия нету, но тем не менее есть взаимодействие вот, местоимений существительных. И это в каждом языке, в хакасском языке, конечно, не исключение. И это очень большой класс слов, которые строятся именно по этому типу, вот, в данном случае аффиксов. Да. Вот минан и пщим, минан хзым, синан и пщим, синан хзым. И вот анын и пщизы, вот тут минан, синан, анын, пистың, сырырның, улырның.
очень часто употребляющиеся выражения, и без них просто не обойтись в речи и в любой речи. Поэтому этот класс аффиксов, он должен также доводиться до автомата. Вот я имею в виду про это, допустим. Давайте разберем. Минен, конечно, я надеюсь, что вы уже запомнили, да. Минен, синен, анен, да, переводы тут есть. Пистен, сирернен, оларнен. Ну и поехали. Ипши. Я тут пытался прописать по родственным отношениям, да, людей. Вот. Минен, ипшим. Минен, ипшим орте. Минен, ирм, орте. Да, ирм. Минен, палам, орте. Ну, перевод-то. Минен ипшим моя жена, минен ирм мой муж, минен палам мой ребенок. Синен ижан, да, твоя мама. Или синен ипшин, синен ирн, синен палан, да, ну, допустим, можно потренироваться. Синен пабан, твой отец, синен ужан, орта. Анен хзы, орта, вот смотрите, видите, хс, да, заканчивается на глухое хз, когда оказывается между двумя гласными и, оно звенчается. Вот. Анен олы. И вот тут смотрите тоже. Тут опять исключение, не исключение. Смотрите. Ол в хакасском языке правильно олг. Олг. Я думаю, откуда выскакивает вот этот олг, хотя вот грамматически все верно с точки зрения логики грамматики. Дело в том, что в хакасском языке ол, почему два о, а оно, вот этот о, на самом деле огл, да, огл. Так говорят кызыльцы до сих пор, кажется. Но вообще говорят ол, г упала, да, и превратилась в о, и получается ол. И когда говорят анын, его, да, оглы должно было быть, оглы, но почему-то язык требует, не знаю, сознания, каким образом, в общем, он требует ол, и вот этот г, он выскакивает, олг. Он выскакивает откуда-то, ну, в общем, из подсознания, наверное, не знаю как. Олг, вот. Анын олга. Это, можно сказать, исключение в данном случае, да, но нужно запомнить. Запомните. Анын олг, но не олы. Или оглы, так могут сказать кызыльцы. Возможно. Дальше. Анын пархызы, орта. Анын килины, орта. Но, килины, да. Так. Но тут килины, опять-таки, ну, сагайцы уже вот этот кратко съели и произносят кильны. Да, вот ну, тоже вот нарушение идет некоторые, да, вот правил. Кильны, говорят, не килины, а кильны, невестка. Анын кильны. Сөбірім. Пістің сөбірібіз, наша семья. Пістің шенібіз, наш племянник. Пістің кізөбіз, наш зять, да. Дальше. Сірернің шистенер, орте прай орте. Шистенер, ваш муж, да. Сірернің нигоженер, орте. Так, ну тут оларның, я думаю, описка. Оларның тайызы, орте. Оларның кöyізі, орте. Оларның абайызы. Ну вот смотрите, тут абай заканчивается на согласное. Следовательно, з мы убираем. Абай. Да, то есть это гласные. Вот. Абай. А на абае. Кёе. Прошу прощения. Абай согласно. Ой, согласно. Абае. Кёе. Да, согласно. З. Тае. З. Да. Ну, в общем, такие исправления, ну, тут очень хорошо. Вот, думаю, что давайте мы вот этот пример оставим для заучивания на видео. Этот пример будет. И если вы захотите повторить вот эти слова, именно вот, да, вот родственных отношений, тогда вот надо будет это видео посматривать и обращать внимание. Миның ипшим, синің ипшин, синің палың, аның палызы, допустим, да, улырның палызы, пістің палыбыз, улырның сөбірізі. Вот эти все родственные отношения на автомате заучиваем и вот по этому примеру. Так, ну давайте пойдемте дальше. Теперь я хочу вам предложить еще
в общем, одну песню, называется, эту песню поют все хакасы. Так, сейчас, подождите. Ошихтык хазын турпартыр, ну, наверняка вы эту песню слышали. Так, я пока включу, давайте сначала мы видео включим, посмотрим, потом уже по тексту разберем. Сегодня наше занятие немножко подзатянется, но давайте. В общем, смотрим. Я вам исполню хакасский народный тахпах. Этот тахпах исполняется многими музыкантами, все его знают, все прошли именно через этот тахпах. Называется он Ошихтык хазын турпартыр. Но в моем исполнении он звучит примерно так. Хотя у него разные варианты, и рок-музыканты даже исполняют его, и традиционные фольк-музыканты исполняют это произведение. Но вот в моем исполнении он звучит примерно так. Ошихтык хазын турпартыр, олының шахсызы шылпақтыр, олының шахсызы шылғанды, ойнай балалар. Хылдыбалық хазын турпартыр, хыстың шахсызы шылпақтыр, хыстың шахсызы шылғанды, хыны ойын ойынар. Сейчас я вам исполню хакасский. Ну, в общем, такая песня получилась. Давайте я сейчас дам текст, я включаю показать экран. Скажите, вот вы мне подскажете. Так, слышали? Слышно было? Так, хочу теперь показать текст. Если вы текст видите, там пятерку поставьте, пожалуйста, или плюс, если видите текст. Я пока видео отключу, но голос должен быть слышен. Так, ну текст, мне кажется, вы видите. Да, ну давайте разберем. Я прочитаю текст, а потом будем разбирать перевод. Ошихтык хазын турпартыр, олның шахсызы шылпартыр. Олның шахсызы шылғанды, ойнап алаңыр. Хылғалық хазын турпартыр, хыстың шахсызы шылпартыр. Хыстың шахсызы шылғанды, хынық ойнаңыр. Давайте я сначала, ну, перевод прочитаю. Это такой литературный перевод. Уж готов казан с треножниками, парни зерны собрались, и раз уж собрались лучшие из парней, давайте поиграем. И уж готов казан с душкой, и девушки игривые собрались, и раз уж собрались лучшие из девушек, в интересные игры сыграем. Ну, такой условно литературный, ну, ближе к подстроченному, да. Но давайте разберем на самом деле действительно текст каков. Оших в данном случае имеется в виду это треножник, где раньше разводили огонь, да, и на него подвешивали казан, допустим, или что, или ставили, точнее, не подвешивали, а ставили казан, он треножник, на него казан ставился, и там варили мясо, ну, допустим, баранину, да. Вот, хазын, казан, ошихтык, то есть казан с треножником, оших это треножник, ошихтык, казан с треножником. Турпартыр, турпар это сложный глагол от слова тур. Турпартыр, вот он тут стоит, да, оказался тут стоит. Олның шахсызы, ол, ның, пока мы падеж не проходили, это тартылый падеж, олның, нет, проходили, вот, олның, притяжательный падеж, шахсызы, из парней, шахсызы, лучшие из парней. Шилпартыр, шилпар,
Соберись в одно место. Шилпартер, вот тут, оказывается, собрались. Олның шахсызы шилганды. Теперь вот этот глагол шилганды. Когда собрались? Мы потом будем разбирать вот шилганды, условия, да. Олның шахсызы шилганды. Когда лучшие парни собрались. Ойнап алаңар. Ойнап ал, на самом деле, если взять ойнап ал. Ойнап ал, говорят, поиграй. Ойнап ал. Но здесь идет повторение ойнап алаңар. Ойнап ал. Не ойнап, вот ойнап алаңар. Давайте вместе сыграем. Ну и тут опять-таки хылга. Хылга это ручка от казана. Она такая проволочная ручка, но тем не менее хылга. Вот. Казан, да. Стоит казан с ручкой. Ну, дужок или как называют по-русски. Турпартер. Вот тут он оказался, стоит. Хстың шахсызы шилпартер. Теперь вот по аналогии. Олның шахсызы шилпартер. Тут хстың шахсызы шилпартер. Хыз девушка. Хстың лучшая из девушек, да. Шилпартер. Собрались. Хстың шахсызы шилганды. Так же как по аналогии. Олның шахсызы шилганды. Раз лучшие девушки собрались. Хынық ойын ойнаңар. Хынық интересный, красивый. Вот. Хынық ойын ойнаңар. Ойна, играй, ойнаң. Вместе. Ойнаңар, давайте вместе сыграем. В будущее время. Ну вот таков разбор текста. Я думаю, что следует выучить вот эту песню. И где-нибудь наверняка можно вот эту песню спеть. И думаю, что вы все равно в этом случае получите наверняка одобрения какие-то. Ну вот на сегодня все, что я хотел показать. По домашним заданиям, ну, вы, наверное, поняли, что надо будет заучивать теперь аффиксы, просто доводить до автоматизма. Так, подождите, я вам сейчас... так, да, по аффиксным формам слушать вот это видео. Я видео записываю, ссылку дам. Вы посмотрите и просто, если нужно доводить до автоматизма. Так, сұрғылар парба. Пока новых слов нету, кроме вот этой песни Тахпаха. Ну, Тахпах, конечно, было бы неплохо, если заучите. Чем келгенерің үшін алғыс болсын. Спасибо за то, что пришли, за то, что выполнили задание. Пока заданий... Так, заданий... Давайте все-таки, наверное... Так. Давайте сделаем так задание. Заучите Тахпах, слова выучите, допустим, да. Ну, спрашивать, может быть, и как бы нет смысла, наверное, да. Заучите Тахпах, а на следующем занятии я уже приготовлю другие падежи, и мы будем продолжать развивать и наполнять на вот эту вот структуру, которую я вам показывал, да, в таблицах. Чем алғыс болсын, спасибо. На сегодня мы заканчиваем занятие. До завтра. Таңды 6:30. Завтра 8:30. Чем анам жоқтар.